Сегодня я хотел вспомнить о нашем друге, коллеге, научном деятеле, ветеране нашего института Афанасия Андреевича Хощ. Афанасий Андреевич Хощ 1 января 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения. Афанасий Андреевич Хощ, уроженец Нюрбинского улуса. Он окончил Омский ветеринарный институт. После окончания был направлен на родину. И 1957 года он работал в научной сфере. Работу свою он начал в Якутской республиканской научно-исследовательской ветеринарной станции. На должности, конечно, как и все начинают молодые люди, младшего научного сотрудника. Афанасий Андреевич связал свою судьбу на изучение бруцеллеза животных. В те времена бруцеллез крупного рогатого скота наносил огромный ущерб нашему сельскому хозяйству. Были неблагополучно поражены бруцеллезом почти все хозяйства нашей республики. Бруцеллез животных – это очень опасная болезнь. Это опасная болезнь животных и человека. То есть эта болезнь заразная и для человека. У нас в основном болеют этой инфекцией мои коллеги ветеринарные врачи. Они же соприкасаются, вскрывают животных. А тундре и походных условиях соблюдать методы асептики, антисептики очень трудно. Поэтому и заражаются. И очень много у нас было больных период, когда у нас бруцеллез был крупного рогатого скота. К сожалению, до сих пор наши ветераны ветеринарной службы, некоторые из них болеют бруцеллезом. Это хроническая болезнь, которая неизлечимая болезнь. То есть, если вы заболели бруцеллезом, то вы становитесь инвалидом и вы будете лечиться всю жизнь. Ну, есть вакцины. Людей тоже вакцинируют. Вот, например, я работал, почему я немного знаю по бруцеллезу. Потому что я прошел аспирантуру в Омском ветеринарном институте, Сибирском научно-исследовательском ветеринарном институте по бруцеллезу мелкого рогатого скота. А среди бруцелл самым заразным является для человека это бруцелла меритенсис. То есть бруцеллез, который вызывает бруцеллез у мелкого рогатого скота, это овцы. Поэтому я вакцинирован. У меня есть антитела. Поэтому отличить меня, я заболел ли бруцеллезом или я вакцинирован, отличить уже невозможно. Пока об этом есть у нас тоже работы были, как отличить вакцинированных животных от естественно зараженных. Такие работы тоже есть. Это есть только среди животных эта работа. К сожалению, среди человека таких работ нет. Поэтому нам надо беречь себя, особенно надо быть очень осторожным в употреблении мяса, оленины с тех хозяйств, которые не благополучны по бруцеллезу. А эти данные все есть в сайте Департамента ветеринарии. Можете посмотреть, секретов там нет. Особенно опасно для молодых людей. Ну, возможно, взрослые люди, люди моего возраста, может, имеют уже иммунитет к бруцеллезу. Потому что мы все ели и росли на продукции, которые получали
от крупного рогатого скота и от северных оленей период наибольшего распространения бруцеллеза в нашей республике. Я же говорил, у нас бруцеллез крупного рогатого скота был распространен до 1987 года почти во всех улусах, районах, населенных пунктах нашей республики. В это трудное время надо было организовать научную, обоснованную работу. Эту работу и возглавил Афанасий Андреевич Кощ, будучи и младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделом ветеринарии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, в котором проработал около 10 лет, а затем он возглавил лабораторию инфекционных и инвазионных болезней животных до своего ухода из этой жизни. Афанасий Андреевич Кощ работал совместно со своими коллегами. Это Николай Николаевич Давыдов, Алексей Васильевич Лысков, тоже видные научные деятели, посвятили свою работу изучению бруцеллеза крупного рогатого скота и северных оленей. Были разработаны методы борьбы с бруцеллезом. Благодаря этим методам и благодаря кропотливой работе ветеринарной службы под руководством совместной работы научных сотрудников в 1987 году был ликвидирован бруцеллез Якутской республики. И благодаря работе наших научных сотрудников, в том числе Афанасия Андреевича Кощ и ветеринарных работников, до сих пор наша республика является благополучной по бруцеллезу крупного рогатого скота. Следующим направлением было исследований – это бруцеллез северных оленей. Эта проблема, к сожалению, до сих пор нерешенная проблема нашей республики. Афанасий Андреевич посвятил разработке метода борьбы. И впервые истории нашего института было разработано наставление по использованию реакции иммунодиффузии с ОПС антигеном совместно с авторами, разработчиками Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, наставление по использованию этого метода для диагностики бруцеллеза северных оленей, так как диагностика северных оленей очень трудоемкая работа. Афанасий Андреевич написал 2 прекрасные монографии. Это первая монография по бруцеллезу животных, крупного рогатого скота. И вместе со своим учеником Селевцовым Евгением Семеновичем опубликовал он монографию по бруцеллезу северных оленей, в котором изложил причины возникновения бруцеллеза северных оленей в нашей республике, меры борьбы и наметил пути его ликвидации. И отмечал, что единственным методом борьбы с бруцеллезом и крупного рогатого скота, и бруцеллеза северных оленей является вакцинопрофилактика. И данная работа у нас продолжается учениками, соратниками Афанасия Андреевича Кощ. И мы благодарны, что наш учитель, наш друг, наш коллега, наш ветеран нашего Института сельского хозяйства внес ощутимый вклад в борьбе с бруцеллезом крупного рогатого скота и бруцеллезом северных оленей. По бруцеллезу северных оленей сейчас разрабатывается, испытываются вакцины уже в течение 15, в некоторых регионах 20 лет. Но, к сожалению, пока еще эффективных мер профилактики с бруцеллезом северных оленей нет. Наверняка, почему
это не получается, потому что мы используем для профилактики бруцеллеза северных оленей вакцины, которые рекомендованы для профилактики бруцеллеза крупного рогатого скота. Это, например, вакцина из штамма 19, которая используется и в других регионах Крайнего Севера для борьбы с бруцеллезом северных оленей. Бруцеллез северных оленей в настоящее время регистрируется в большинстве северных районов. Единственным методом является это исследование бруцеллеза реакцией агглютинации в основном и изъятием этих животных со стад. Это очень трудоемкая работа, поэтому мы не получаем желаемых результатов. Например, в Нижней Колыме испытываются уже давно эти методы. Испытываем мы новые вакцины, вакцины и предназначены для борьбы с бруцеллезом овец, вакцины, которые используются в крупном рогатом скоте, испытывали. И сейчас в настоящее время идет разработка вакцины из штамма северного оленя. Вот наши Николай Николаевич Давыдов и Афанасий Андреевич Хощ, они говорили, что есть возбудитель бруцеллеза северного оленя. И говорили, что есть оленей штамм бруцеллеза. Вот данный штамм в настоящее время изучается в Всероссийском институте экспериментальной ветеринарии совместно с нашими сотрудниками Якутского НИИС. И я надеюсь, что мы найдем усилиями головного нашего института. Он на это уделяет очень большое внимание, мы очень благодарны. Усилиями, общими усилиями осилим бруцеллез северных оленей. Бруцеллез северных оленей еще почему он распространен? Потому что большая пораженность бруцеллезом у диких оленей. А диких оленей сейчас в настоящее время даже, наверное, больше, чем у наших домашних оленей. Поэтому надо охранять, надо разрабатывать вакцины против бруцеллеза северных оленей. Только в этом случае мы можем оздоровить и охранять благополучие наших оленеводческих хозяйств.